были в Армении на Экспо, да? И были в вашем университете,然后我们先跟大家见个面聊天，后边我们有一个节目。мы координируем и объединяем научных исследователей нашей республики. 他们这个单位的主要目的就是为整个萨巴山的очень здесь в Академии науки республики начинали. 刚才这个所长院长也介绍了一下，我们这个所里与东北雷大学合作的情况。实际我们这次 Почему мы приехали? Мы приехали, потому что у нас общее, называется мерзлота, у нас общая, как бы единая территория и в Китае, и в России. Мы все живем на мерзлоте. Ну, в Харбине, конечно, мерзлоты нету, но все равно в Северо-Востоке там у нас мерзлоты. И даже южной границы вот этой мерзлоты находится сейчас в Китае. Но он исчезает, уменьшается, поэтому появляется очень много проблем, конечно. И поэтому мы приехали, мы как бы хотели бы с нашими российскими учеными пообщаться и сотрудничествовать, чтобы решать вот эти не только экологические проблемы, еще там какие-то проблемы связаны со стабильностью сооружения, при изменении климатических условий. В университете всего 30 тысяч человек, в том числе у нас научные и преподавательские коллектив где-то около 3000 человек, а бакалавры где около 20 тысяч человек, и магистранты и аспирантуры где-то около 10 тысяч человек. В году, когда создали университет, очень много у нас сотрудники, которые обучились в России, они возвращались и начали работать в нашем университете. 另外一点呢，就是更深入的合作。Он говорит, что в университете, конечно, у нас большой, у нас всего 12 факультетов по различным. И спасибо за теплые приемы, и вас приглашают в Харбины, в гости к нам, вот, чаще. И спасибо. Мы проводили международный чемпионат по оленеводству, и очень отрадно было, что с вашей провинции участвовала команда. Мы думали, что у нас только оленеводство, но оказывается в Китае тоже есть оленеводство. Поддерживаем Михаила Николаевича, чтобы открыть Индигирки у нас, тоже как аналог Анабарскому УЗУ. Содействие подготовки специалистов, научных кадров для нашей республики. Спасибо вам за плотное сотрудничество в этой области. Современный научный формат Академии наук Республики Саха – это такой очень современный коллектив с очень хорошим стремлением. Имея 30-летнюю историю, мы сейчас приоритет поставили холодовые мерзлотные технологии и хотели бы использовать ваш наработанный научный интеллектуальный ресурс, чтобы совместно объединить усилия, ваши схемы попытаться переложить на наши арктические условия. Центр холода и мороза в мировом масштабе. Опыт можно было тоже перенести на наши мерзлотные режимы. Интересное исследование можно было вести по 3 направлениям. Это фундаментальная, очень глубокая наука, не просто вшивь. Использование элементов современных технологий, это позиционирование, но близко к мат-моделированию и искусственному интеллекту. Это технологии, прикладной характер работы. Поисковое исследование. Наш небольшой опыт научных учреждений Михаила Николаевича и других институтов направить эти схемы в вашу провинцию Хэйлунцзянь. Тоже является активным участником по реализации климатической повестки. Поэтому хотелось бы, чтобы наше сотрудничество, кооперация и интеграция была направлена на достижение устойчивости развития региона. В нашем университете имеется 5 факультетов,
Из них один факультет – это факультет лесного комплекса и землеустройства. Наш университет очень заинтересован в сотрудничестве именно в научном, образовательной, для того, чтобы совместно изучать вопросы леса. Я надеюсь, что эта встреча будет предпосылкой к тому, чтобы наш университет и Северо-Восточный университет лесного хозяйства сотрудничали и именно работали для того, чтобы выяснить именно проблемы глобального потепления. Так, леса, они именно сохраняют сейчас мерзлоту. Взаимодействие межлотоведов России, Советского, даже начиная с времен Советского Союза и в России, они начались порядка около 40 лет. Начались одним из институтов Ланчжоу, который занимается как раз строительством автомобильных дорог, проектированием, учетом. Это крупный институт, который называется Северо-Западный институт экологии и природных ресурсов Ланчжоу. Вот два ведущих сотрудника из Ланчжоу, они 3 года назад переехали работать в Северо-Восточный институт лесного хозяйства. Года по настоящее время нами с ними совместно, это с институтом Ланчжоу и с институтом Харбина, выполнено 9 финансовых проектов, которые финансировались государством России и государством Китая. Университет леса, я его, извините, называю институтом, там интенсивно, я не побоюсь сказать, настолько интенсивно начало развиваться межлотоведение, и с огромной поддержки, мне очень приятно, ректора и огромным энтузиазмом тех сотрудников, которые перешли работать в Харбинский университет, и появились просто, я вам скажу, чудесные лаборатории, в которых мы также мечтаем вместе с ними поработать. У нас для межлотоведов лес – это условия теплообмена на поверхности, почвенные покровы, и как раз вот эти направления в этом университете, они имеют прочную, очень хорошую научную основу. Северо-Восточным университетом обсудить и начать действовать в рамках уже следующих проектов. Я просто не сомневаюсь, что и нашему Министерству экологии, и нашим коллегам с Аграрного Малавийского университета эти работы нужны как по землеустройству, по лесоведению. Я думаю, что используя ту базу и действительно хороший наработанный опыт в некоторых моментах лесоведения, мы найдем взаимодействие, оно будет на благо и республики, на благо нашей страны и на благо Китая. Республиканской академии наук, чтобы концентрировать эти разнонаправленные моменты в жизни. 对，说我们现在这个он говорит, что по поводу Министерства Арктики, тут вы сказали об научные образовательные центры, ему тоже интересно, сказал, что нам тоже хотел бы сделать такой научный образовательный центр. Это, во-первых, в Арктике, во-вторых, да, и теперь. Во-вторых, хотел бы пригласить школьники, которые из Арктики, чтобы они поступили к нам в университет и учились. Он сейчас возвращается в Китай, в течение года он будет говорить с министром образования, он будет очень радоваться, что мы принимаем школьники, чтобы они учили в Китае, которые из Арктики. 如果北极地区的高中生到我们这可以修一。конечно, это начинается уже обмен студентов и обмен ученых, и дети приезжают к нам, мы обучаемся, а когда каникулы уже вернутся домой, можно там по научной или по образовательной там же это поработать, это во-первых, во-вторых, и поскольку сейчас все переживают, что изменение экологии, экологические условия в охранных регионах, не только Россия, и Китай тоже переживает, потому что у нас тоже идет это изменение экологии. Это очень сложно. И поэтому нужно сделать, воспитывать специалисты, которые из Арктики, чтобы они с этими работали, потому что они из Арктики.
они тоже, значит, должны быть по этому направлению, как бы. Сохраняйте свои семья, значит, сохраните свои языки. 要通过现场的和野外的这个监测和 Что он говорит, что мы живем, конечно, на Мирзлате. У нас сейчас в Мирзлате, значит, Мирзлата в северо-востоке идет уменьшение и исчезание. Ну, потихонечку уменьшает, конечно, вот эти Мирзлаты островные. Ну, конечно, тут там появляются куча проблем, которые связаны со стабильностью. У нас автомобильные дороги, железные дороги. Он идет изменение, конечно, очень страшно, конечно. Вот скажем, что наше сегодня, настоящее время, это ваше будущее. Если мы сделаем такую трассу, короче, через Арктику, то южные границы, мы наблюдаем, изучаем и решим очень важные, значит, вопросы. И сделаем хороший, значит, научный прогноз. И это очень выгодно и для Китая, и для России. Поэтому живем на Мирзлате, мы и будем как бы обратить внимание, научный фокус на изменение Мирзлаты и экологии. Воспитать наши молодых ученые, это тоже очень важная задача для нас. Мероприятия. Сотрудничает Аграрный университет, Министерство по делам Арктики, Институт мироведения, Академия наук и Северо-Восточный университет, да? Лесной университет.